поет песню друг башкира Курай. Музыкальный инструмент из тростника, который растет только в этих местах на склонах Уральских гор. Старинная песня о Сибае передается из поколения в поколение. Никто не знает, кто ее автор и когда она родилась, но ее поют все, кто любит этот сказочной красоты край. Это песня о любви юного джигита, красавицы Фатыме, о богатстве души и мудрости башкирского народа. Замолкла скрипка, сделанная в Вене, как будто в зал вернулся месяц май, когда в театре на широкой сцене заговорил, заворковал Курай. Простой напев пульсирует и бьется, напоминая чистотой росу. Вы слышите? Рыдает и смеется тростинка, срезанная в лесу. Поет Курай о буйном хлебе в поле, о том, что счастье в жизни через край, о черной нефти и о светлой доле. Поет, поет пленительный Курай. Сибайский рудник, сердце башкирского медно-серного комбината, уникальное творение горняков Сибая. Крупнейшее в Европе предприятие, где используется открытый способ добычи. Назовем только две цифры. Диаметр чаши почти 2 километра, глубина 400 метров. Здесь десятки мощнейших экскаваторов, автосамосвалов, буровых станков. По культуре разработок производительности труда рудник является всесоюзной школой передового опыта. Имена талантливых рабочих, героя социалистического труда Меджата Габитова, экскаваторщика, водителя автосамосвала Валентина Пуговкина, машиниста-экскаваторщика Николая Гусева, машиниста бурового станка Акзана Бекбердина, флотатора Веры Осиповой, рабочей семьи Рахматуллиных, известной всей стране. Рассказывает директор комбината, кандидат технических наук Алексей Иванович Селиверстов. Башкирский медно-серный комбинат создан в 1948 году. С момента его основания комбинат всегда был в числе передовых предприятий Министерства цветной металлургии СССР. Прошло 32 года. К 1980 году комбинат захромал. Что произошло? Резко снизились объемы производства, сократился объем добычи руды и переработки. Комбинат из передового высокорентабельного предприятия перешел в число убыточных предприятий. Нужно было принять решение, как жить дальше. Комбинат дал анализ сложившейся обстановки и из этого анализа сделал такой вывод. Капитальные вложения, которые нужны для освоения крупных месторождений, недалеко расположенных от комбината, таковых капитальных вложений не оказалось у государства. Комбинат тогда вышел с другим предложением. Это предложение назвали местным вариантом. Суть его. Прежде всего необходимо было не допустить дальнейшего спада производства, дальнейшего ухудшения экономических показателей. И все сделать для того, чтобы комбинат начал развиваться, увеличилась добыча руды, улучшили все его показатели, он вышел бы на стабильную работу. Этот вариант включал три мысли. Первое – это произвести реконструкцию карьера по всему периметру и на глубине 400 метров. Второе
Это на оставшихся запасах Сибайского месторождения, на поддонных и бортовых запасах построить Сибайский подземный рудник с сметной стоимостью около сотни миллионов рублей и со сроками его службы около 20 лет. И последняя мысль – это принять на баланс мелкие месторождения, находящиеся в других министерствах или в других ведомствах, и на них построить небольшие рудники. Небольшие, но с большим содержанием металлов. Что сейчас сделано? Сейчас мы считаем, что все организовано, строительство подземного рудника ведется, рудник Бакартау строится, и в 1989 году половина будет введена, в будущем году все остальное. В заключение я должен сказать, что местный вариант живет, осуществляется, что у предприятия есть настоящее и еще больше будущее. Местный вариант добычи руды, о котором рассказал Алексей Иванович, потребовал срочного создания в городе новой рабочей профессии шахтопроходчиков. Им предстоит сегодня пробиться на большую глубину через толщу земли к кладовым меди и цинка. Это десятки миллионов тонн, по сути, новое крупное месторождение. Судьба комбината, судьба города, где каждый второй его житель связан с этим предприятием. Добытая руда поступает на обогатительную фабрику, одну из крупнейших на Урале. Миллионы тонн руды перерабатывается здесь в год. Сотни эшелонов медного и цинкового концентратов отправляются отсюда на медоплавильные заводы страны, чтобы превратиться в сотни и тысячи километров линий связи, электропередач, в цинк и медь, без которых невозможны ни космические корабли, ни современные компьютеры, автомашины, станки и многое-многое другое. Ветераны фабрики, лауреат государственной премии Анна Сергеевна Суворова и герой социалистического труда Нурия Камалетдиновна Мулакаева. Сейчас они на пенсии, но не забывают родной коллектив, приходят сюда. Молодежь учится у них мастерству, перенимает огромный опыт работы. Но не только рудой славен Сибай. Молочно-консервный комбинат – одно из самых молодых предприятий города и второе в стране, где выпускают необыкновенное на вкус питание для детей. Ценность этого продукта трудно переоценить. В его рецепте молоко самого высокого качества. Сибайские ковыльные степи, чистые в экологическом отношении горы и луга, создали прекрасную кормовую базу для его получения.
степном Сибае работает крупное лесоперерабатывающее предприятие. Когда десятки лет назад в этих местах задумали построить леспромхоз, даже видавшие виды люди сомневались, как это в степи леспромхоз. Теперь это крупное в республике лесоперерабатывающее хозяйство. Скоро здесь появится еще одно, которое будет выпускать ценный строительный материал – древесно-стружечные плиты. Швейная фабрика. Совсем недавно она стала такой. Много лет фабрика ютилась в бараках. Охотников работать здесь было мало. Все изменилось, когда построили новое здание, поставили современное оборудование. Пришли люди, родился новый коллектив. Детская одежда с маркой Сибайской фабрики завоевывает всесоюзную известность. Сибай – город новостроек, один из его микрорайонов. О проблемах жилищного строительства в Сибае рассказывает председатель исполкома горсовета Александр Николаевич Рыков. Мы с вами находимся на строительной площадке возле строящегося нового дома. Это последний дом жилого района 3246. Последний дом и первая девятиэтажка в городе Сибае, в которой будет располагаться и объект обслуживания кафе с магазином кулинария. Это иллюстрация, претворяющаяся в жизнь программы «Жилье-2000», которая принята городским советом народных депутатов и одобрена городским комитетом партии. Необходимо выйти на объемы жилищного строительства с 25 тысяч квадратных метров в начале этой пятилетки до 40 тысяч квадратных метров к началу и к середине пятилетки следующей. Вполне естественно, что это потребует значительных усилий и от предприятий заказчиков, и от строителей по наращиванию мощности стройиндустрии, по обеспечению квалифицированными кадрами. Объекты социально-культурного значения жилья у нас строятся планомерно, исходя из нормативов, и мы стараемся строить жилые районы в комплексе. Например, в этом районе уже введена в строй, действует школа на 1176 мест, 3 детских садика и необходимое количество объектов обслуживания. Таким же образом мы будем стараться застраивать и новые жилые районы. Комплексность развития нашего города – это наш принцип, наш девиз. И мы считаем, что у города Сибая в этом плане большое будущее. Еще одно сибайское чудо
огромный коллективный сад, творение рук жителей города. В Сибае каждая пятая семья – садоводы. Веками в этих суровых местах процветало скотоводство, а 20 лет назад энтузиасты посадили первые фруктовые деревья. И зацвели сады, и похорошел город, стал зеленым, уютным и красивым, да и воздух заметнее чище. Сибайцы свято чтут память о своих героях-земляках, о тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Каждый большой праздник советского народа собираются на этом священном месте участники незабываемых военных лет, чтобы поклониться тем, кто отдал за победу свою жизнь, за то, чтобы был мир на земле, счастье и труд, чтобы росли и мужали наши дети. Сибай – город народных талантов. Их можно встретить повсюду. И на сценах домов культуры, и в клубах, и в театральных спектаклях, и здесь, на Сабантуе, празднике труда и здоровья. В программе этого веселого, задорного национального праздника песни, пляски, игры, состязания на силу и ловкость. И, конечно, скачки. Каждый может показать свое мастерство и искусство.
город башкирского Зауралья молод, но на его счету уже немало славных дел. Многократно он выходил победителем в республиканском соревновании за лучшие достижения в социальном и экономическом развитии. Заместитель председателя Совета министров Башкирской автономной Советской Социалистической Республики Анур Хушгалеевич Зарипов вручает городу грамоту и переходящее красное знамя. Тем, кто хочет встретить новых друзей, познать красоту и поэзию этого края, узнать, что есть исконное башкирское гостеприимство, обращается первый секретарь горкома партии Марат Кашапович Резбаев. Мы любим свой город и хотим, чтобы он нравился и нам, и нашим гостям. Рассказ о Сибае, его людях и делах мы заканчиваем стихами башкирского поэта Газима Шафикова. Из камня, из суровых свай, солончака, такыров горных, из медных руд взошел Сибай, из рук рабочих юный город. Ты в прошлое не сжег мосты, напев старинный льется в меди. Не лучший, может, ты на свете, но для сибайцев лучший ты. До свидания, друзья. Хуш хадерле, дустар.